Из 30 миллионов живущих в мире курдов подавляющее большинство исповедуют ислам, а меньшая часть – езидизм. В России проживает около 20 тысяч курдов-мусульман и более 30 тысяч курдов-езидов. И немногим известно, что в настоящее время представители этого народа приходят к православию и становятся чадами русской церкви. С православными курдами столицы встретилась наш московский корреспондент Эльвира Гордеева. Часто в религиозном отношении курдов всегда ассоциируют либо с исламом, либо с езидизмом. И мало кто знает о христианской истории нашего народа. А между тем, курды принадлежат к числу тех немногих народов, которые услышали евангельскую проповедь от самих апостолов. Серафим Мамди – курд, чьи предки еще 100 лет назад бежали от турецкого геноцида на Кавказ. Причудливым сочетанием курдской фамилии и греческого имени он обязан тому, что 10 лет назад приехал в Москву, принял крещение в православной церкви. Сейчас Мамди алтарничает в московском храме Косьмы и Дамиана в Старых Панях. Много ездит по стране с лекциями об истории курдов-христиан и мечтает создать в столице большую общину православных курдов, проживающих на территории России и в государствах бывшего Советского Союза. У нас уже есть возможность к переводу уже литургии, то есть богослужению, православному богослужению, то есть к чему мы идем. То есть, чтобы у нас была полноценная церковь, то есть, где бы курдские священники были, литература была православна на русском языке. Студент Российского православного университета Георгиуш Кашахи тоже представитель курдской православной общины. Родился в Тбилиси, в России живет уже 18 лет. Занимается исследованием курдского христианства через призму этнографии, политологии, религиоведения и истории. Свои труды мечтает собрать в книгу под рабочим названием «Введение в курдскую ортодоксию». Моя мечта – это православный Курдистан. Как сказано в Писании, одна вера, одно крещение, один Господь. Хотел бы воплотить это в курдском народе. И я считаю, что именно беды курдов, да, как я уже сказал выше, от безбожия. И если бы курды бы правильно верили в своего Творца, в соответствии с православной церковью, с учением православной церкви, то тогда и была бы и консолидация, и мы бы сохранили свои, скажем так, правые консервативные взгляды в хорошем плане. Не то, что сейчас вот придается, да? Вот. И вот это и есть панацея от всех болезней, от всех бед. На таких встречах, которые Серафим Мамди проводит в центре столицы регулярно, много говорят о курдском народе, о его истории и сегодняшнем дне, о положении курдов, проживающих в Турции, Сирии, Грузии. Им удалось довольно многое. Вот, на мой взгляд, что удалось это, так скажем, консолидировать, собрать курдов, которые уже стали православными, которые уже нашли свой путь в церкви. Вот, то есть, что вот действительно создается какая-то, какое-то община, еще громкое слово, рано сказать, но некоторое такое преддверие к общине, конечно, вот это благодаря трудам этих ребят. Не так давно усилиями активистов зарождающейся курдской общины была издана небольшая брошюра «История христианства в курдском народе». По мнению молодых просветителей, время масштабной консолидации соотечественников под православными знаменами еще не пришло, но приближать его – их миссия во славу Божию.